В эфире новости и главные события к этому часу. В студии Вячеслав Радченко. Здравствуйте. Ситуацию с розливом топлива в Среднеколымском районе будет контролировать российская Минэнерго. Сегодня в стране проходит День памяти и скорби по участникам Великой Отечественной войны. Синоптики обещают жителям Якутска теплую и солнечную неделю. Российское министерство энергетики взяло на контроль ситуацию с утечкой дистоплива в Якутии. Напомним, инцидент произошел в селе Аргахтак Среднеколымского района. По предварительной информации, в почву вытекло около 3,5 кубометров дизельного топлива. Сотрудники Сахаэнерго завершили перекачку из поврежденной соседней емкости. Также по имеющейся информации последствий для энергоснабжения потребителей не было. На месте аварии организуют работы по рекультивации почвы. Проверку инцидента ведет прокуратура Якутии. По поручению прокуратуры Республики Саха-Якутия, прокуратура Среднеколымского района организовала проверку по факту утечки 21 июня 2020 года в селе Аргахтак Среднеколымского района топлива из цистерны дизельной электростанции акционерного общества Сахаэнерго. На место происшествия по поручению прокурора республики вылетел якутский природоохранный прокурор. В ходе проверки с привлечением специалистов будет дана оценка соблюдению законодательства об охране окружающей среды, обеспечению безопасности объектов электроэнергетики, законности действий должностных лиц. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Республики Саха-Якутия. Между тем, на территории Среднеколымского района сохраняется и сложная лесопожарная обстановка. Там зарегистрировано 13 очагов на площади более 175 тысяч гектаров. Всего же в Якутии действует 39 природных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составляет более 350 тысяч. Площадь активного горения менее 540 гектаров. Таковы оперативные данные авиалесоохраны на сегодня. За сутки возникло 2 новых очага. На тушении привлекалось 282 человека и 42 единицы техники. В готовности находятся авиация МЧС России и аэромобильная группировка Главного управления. Угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет. Врачи продолжают бороться за жизнь и здоровье граждан в период пандемии коронавируса. Алданские фельдшеры отмечают, зачастую сталкиваются с непониманием и даже сопротивлением со стороны людей. Татьяна Вахнина о том, как проходит рабочий день эпидбригады. Рабочий день начинается, и фельдшеры и медсестры, входящие в состав эпидемиологической бригады, ожидают машину. Сейчас медработникам предстоит посетить 11 адресов. У людей, проживающих по этим адресам, будут взяты анализы на COVID-19. Сложности, наверное, в том, что иногда люди нас не понимают и, бывает, не пускают. Если приходят предписания, допустим, на некоторых, они сопротивляются. Мы на них не обижаемся, боятся. 11 адресов медработникам предстоит охватить первым рейсом. Затем взятые мазки будут переданы в лабораторию. В день же бригада берет десятки анализов. Так максимальное количество проб за период работы эпидбригады превышало 150. Бывают дни, день на день не приходится. Иногда бывает очень много, иногда бывает поменьше. Эпидбригада была сформирована в середине марта. Медработникам предписано круглосуточно находиться на рабочих местах. Тесное взаимодействие с врачами поликлиники осуществляется бесконтактно. Эпидемиологическая бригада функционирует изолированно от амбулаторной службы. Очень хорошо у нас была организована работа, нашего руководства. Они нас не оставляли здесь, когда мы были все закрыты, никуда не выходили в период карантина. Нам привозили еду, очень о нас беспокоились, звонили. Мы были обеспечены средствами индивидуальной защиты полностью. В настоящее время режим полной изоляции не снят. И хотя ситуация оценивается как сравнительно стабильная, работы у эпидемиологической бригады много. Мазки берутся у всех, кто жалуется на симптомы простуды, а также охватывается круг контактов заболевших. У тех пациентов, которые с признаками ОРВИ, конечно, первым делом выезжает врач-терапевт, на дому осматривает, потом затем берется анализ, как говорится, мазок на коронавирусную инфекцию.
В напряженный режим медики эпидбригады вошли без особых проблем. К спецодежде привыкли быстро. Вполне обычным делом стала санитарная обработка. Со сложностями иногда сопряжен поиск общего языка с пациентами. Сдавать анализ на ковид нужным и важным считают не все. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Сегодня в стране проходит День памяти и скорби по участникам Великой Отечественной войны. В 12:15 по Москве или в 18:15 по якутскому времени все россияне объединятся для того, чтобы почтить память героев минутой молчания. В этом году есть возможность вспомнить каждого погибшего и зажечь 27 миллионов виртуальных свечей. Зажечь свою свечу онлайн можно на сайте деньпамяти.рф, а также в социальных сетях. К примеру, в Instagram можно установить приложение «Маски. Свеча памяти» и разместить видео в сторис. Затем поделиться ею со своими подписчиками, указав хэштеги «Свеча памяти», «День памяти скорби», «Россия патриот», «Волонтеры Победы». Вспомним о выдающемся якутянине, непосредственном участнике боевых действий Дмитрии Красильникове. Его именем названы улицы. Будучи уроженцем небольшого якутского села, он прославился на весь мир своими научными открытиями и основал целую династию физиков. Сергей Михедов продолжит. 25 октября 1920 года в селе Мугудай Чурапчинского района, в семье, где уже воспитывали 8 детей, на свет появился мальчик. В сложные годы коллективизации никто и подумать не мог, каких высот достигнет этот человек. Звали его Дмитрий Данилович Красильников. Он успешно окончил Чурапчинскую 7-летнюю школу, поступил на рабфак при пединституте. Затем несколько лет работал в сельских школах учителем математики и русского языка. Дмитрий Красильников мог остаться сельским учителем, если бы не вмешалась война. Я остался жив, выдержал испытания огнем и сталью, прошел через поле смерти, выполнил свой гражданский долг, храня честь в чистоте. Упорство, работоспособность и умение видеть наперед. Благодаря этим качествам Дмитрий Красильников стал одним из основателей Якутской школы космофизиков и организатором исследования широких атмосферных ливней, сокращенно ШАЛ, в Якутии. В селе Актемцы Хангаласского района построили целую установку ШАЛ. В ней проводили уникальные исследования. Благодаря успешным результатам якутскую установку начали посещать ученые со всего мира. Приезжали из Японии, Аргентины, Боливии, Англии, Америки, Германии и других стран. Тем, чем он занимался как-то очень увлеченно. Он мог рыбачить всю ночь, ремонтировать машину. При этом приговаривали, физики могут все. Он сам себя образовал. И мне говорил, не важно, Лешка, где ты учишься. Главное, чтоб ты дело делал. Свою главную трудовую награду, Ленинскую премию в области науки и техники, Дмитрию Красильникову вручили в Кремле в 1982 году, а спустя 3 года, 6 марта 1985-го, Дмитрий Данилович скоропостижно скончался. В этом году, год 75-летия победы над фашизмом, Дмитрию Даниловичу исполнилось бы 100 лет. Он, безусловно, принадлежит поколению тех людей, сильных, на чью долю выпало защищать страну и освобождать мир от фашизма. Вспоминаются слова Николая Тихонова. Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей. После себя Дмитрий Красильников оставил множество научных трудов, но самое главное наследие – это, конечно, дети. А всего у Дмитрия Даниловича 3 детей, 5 внуков и 7 правнуков. Мой прадед Красильников Дмитрий Данилович воевал в составе Первого Прибалтийского фронта и под Витебском победили фашистов. Мы гордимся своим прадедом. Арина Красильникова. Мне 6 лет. Я тоже хочу быть ученым, как мой прадедушка Дмитрий Данилович.
Судьба Дмитрия Даниловича Красильникова, история его жизненного и творческого пути, достойна памяти потомков. Даже война, страшная и беспощадная, не сломила, а напротив помогла ему найти в себе силы, чтобы стать доблестным примером для будущих поколений. Сергей Михедов, Владимир Павлов, Якутск. В этом году Мирнинское управление автомобильных дорог отмечает 60-летний юбилей. 40 из них предприятию отдал Анатолий Пивоваров. Проработал слесарем и достиг профессионального мастерства. Теперь делится опытом с молодыми сотрудниками. Историю Анатолия расскажет Анна Винокурова. Здесь, на базе дорожной механизации МУАДа, он знает каждый уголок, каждый сантиметр. Ведь 43 года назад Анатолий Пустоваров был одним из тех, кто восстанавливал это здание. Он приехал в Северный Мирный из Южного Краснодара в 1977 году. Говорит, юношеский максимализм. Хотел доказать себе и родителям, что сможет работать вдали от родного дома. Я даже с Кубани приехал, там нигде не было продуктов, очень было бедно, там жили. Сюда приехал, здесь было снабжение совсем другое, московское. Тут была и сгущенка, и колбасы любые. В то время для этого удивилась. Тогда в 70-х север страны только развивался, шли комсомольские стройки. В Мирнинском районе появлялись поселки. Но найти работу Анатолию Николаевичу в Алмазном крае оказалось непросто. Прописки не было. Спустя 2 месяца после приезда на север он устроился слесарем в Мирнинское управление автомобильных дорог. Тогда техника и оборудование были не такими современными. Но Анатолий Николаевич сразу показал себя как ценный сотрудник. Кразы раньше были совсем. Какой сальник на краде стоял там? Никто не знает. Антон Николаевич, спроси, знаю. Ступичный. И, конечно, было тяжело. Все сами собирали, все делали, все приспособления сами делали. Анатолий Пустоваров до сих пор помнит первый рабочий день – 9 августа 1977 года. Сегодня с его помощью из начинающих специалистов опытными мастерами становятся десятки сотрудников. Даже начальник базы проходил через его школу. Очень много возникало вопросов, так как я пришел с инженером буквально со студенческой скамьи после работы водителем. Поэтому, естественно, производство приходилось очень много спрашивать, и Анатолий Николаевич всегда оказывал помощь, всегда подсказывал. Совместно мы с ним составляли планы работ по ремонтам, как по МУАДу, как по участку отдельно. Анатолий Николаевич на пенсию не спешит. Планирует передать многолетний опыт молодым. И тут же добавляет, молодежь уже не та. Нужны годы, чтобы они стали квалифицированными специалистами. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Цех по приему и переработке дикоросов, мяса и рыбы открылся в селе Булгуняхтах Хангаласского района. Возможность дополнительного заработка предоставил местным жителям сельхозкооператив «Хангалас-Ас». Что получает с этого само предприятие, узнаем у нашего корреспондента Виолетты Засимовой. Это второй по счету цех по приему и переработке дикоросов, мяса и рыбы, открытый сельхозкооперативом «Хангалас-Ас» на территории Улуса. Первый цех функционирует в отдаленном селе Едяй. Открытие цеха в селе Булгуняхтах стало возможным благодаря сотрудничеству сельхозкооператива с местной администрацией. Благодаря администрации первого Мальжигарского наслега в лице главы администрации Уварова Дениса Александровича, они в этом году нам предоставили помещение для цеха дикорастущих растений, мяса и рыбы. Данный цех, данное помещение мы отремонтировали, установили оборудование и создали рабочие места. Принцип работы цеха следующий. Местные жители посезонно сдают зеленый лук, ягоды, мясо, рыбу. Все это перерабатывается работниками цеха, упаковывается и затем реализуется в виде готовой к употреблению продукции либо полуфабриката под брендом сельхозкооператива. Цех будет функционировать круглогодично. Летом это заготовка дикорастущих растений. В зимний период мы должны заготавливать мясо, производить мясные полуфабрикаты и рыбные полуфабрикаты. Сейчас сезон заготовки зеленого полевого лука. На данный момент уже заготовлено более 1 тонны. И в дальнейшем мы будем заготавливать уже ягоды.
Сейчас в цеху трудятся 4 работника. Иногда, когда зеленого лука сдают очень много, на помощь привлекаются старшеклассники местной школы. У нас график работы с 9 до 6, обед 12 до 4. Выходные, пока если лука много, это сезонная работа, поэтому лук не ждет 2 дня, поэтому на выходные короткий день делаем. А так сейчас где-то тонна 200 сделали. Вот скоро тоже должны подойти сдать. Но у нас прием заканчивается, сезон кончается. А так начали с 8 числа Принимать, ага. Активно. 1 килограмм лука сколько? 1 килограмм лука 150 рублей. Все довольны. После сезона зеленого лука планируется приемка укропа и огурцов, а там дальше уже и ягоды поспеют. От населения сельхозкооператив «Хангалас Ас» будет принимать землянику, малину, голубику, красную и черную смородину, бруснику. Работа по заготовке ягод продлится до осени. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. А теперь о погоде в столице региона. По прогнозу Гидрометцентра России в Якутске на этой неделе будет стоять теплая солнечная погода с переменной облачностью. К концу недели температура воздуха поднимется до плюс 31 градуса. Сегодня и завтра ожидается теплая облачная погода с небольшими прояснениями. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27 градусов, а ночью опустится до плюс 11, плюс 13. Ветер юго-восточный 3-4 метра в секунду. Со среды температура воздуха начнет подниматься и к пятнице покажет отметку в плюс 31 градус. С востока будет дуть несильный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду. Осадков не ожидается. И на этом пока все. До встречи в следующем часе.